знаете, опять-таки, если вы Я что-то еще раз мой мозг взорвался. можно подсаживать, подвяливать, можно и зеленку приварить, если вам подписываться. Коллеги, нас тут на час сократили, поэтому прошу без перерыва. В 2 часа нам предлагают двинуться на обед, поэтому все активно. Два слова представлю следующего докладчика. Это компания Баренбрук. Если есть люди, которые поверили, что генетика в молочном животноводстве дает много плюсов, то еще много людей, которые думают, что генетика в травах это не то. Я недавно встречался с одним из своих коллег в хозяйстве. Он агроном и, соответственно, он мне на бумажке показывает, смотрите, а вот мы травы всегда используем расчетным методом. Там у меня получается 22% протеина на бумажке. Спросила, хоть вот сколько лет работаешь? 20. А за 20 лет когда-нибудь был 22? Нет. А 15 был? Нет. А сколько было? 12 средних. А это о чем говорит? О том, что технология, но технология всегда должна опираться на генетику. Да, друзья мои, скажет немножко... Компания Баренбрук, я работаю агрономом-консультантом компании Баренбрук. Некоторые из вас, наверное, все-таки уже слышали о компании Баренбрук, но если позволите, я немножко о ней расскажу. Для тех, кто не слышал. Компания Баренбрук занимается более 100 лет селекцией и семеноводством многолетних трав. Все травы селекции Баренбрук это действительно наша селекция, да? Это семейный бизнес. Главный офис находится в Голландии, но тем не менее селекционные станции находятся во всех климатических зонах, в том числе наши селекционеры начали работать и в России. Почему селекционные станции по злакам находятся в Финляндии, Румынии? Да, это объясняется очень просто. В свое время, когда в 90-е, начало 2000-х годов европейские компании приходили на рынок России, у них были большие проблемы. С чем они были связаны? Злаки вымерзали. Вымерзали злаки. То есть всходы были, да, на следующий год чистое поле. Так вот, все селекционные станции компания перенесла в высокогорные районы Румынии и Финляндии. Такой же снежный покров, то есть по сути такие же климатические условия. В настоящий момент нет вымерзания, начиная с Красноярска, Тюмени, ну ряд других регионов, где достаточно суровые и зачастую даже бесснежные зимы. Основное внимание обращаем на качество корма, урожайность сухого вещества, устойчивость к болезням, устойчивость к травостой, зимостойкость, поедаемость и, конечно же, переваримость. На переваримость я чуть попозже подробнее остановлюсь. Надежда Владимировна хорошо не рассказывала, но я сделаю это немножко наглядней. У меня к вам вопрос. Сколько стоит 1 грамм протеина в ваших хозяйствах? Кто-то об этом задумывался? Ну, так вот. А я вот, будучи агрономом, кстати, я так понимаю, здесь агрономов практически нет. Да? В основном это зоотехники и ветеринары, и руководители. Или я ошибаюсь? Правильно говорите, агрономов нет. Вот, значит, если я на них буду ругаться, меня никто не пробьет после окончания мероприятия. Правильно? Так что все, погнали. Простой метод. Метод Лёра. Да? По сути, он лежит в основе ваших вот этих программ расчета рационов. Да? На основании его можете посмотреть, сколько стоит корма. Да? В данном случае ценность корма измеряется его отношением к 2 стандартным кормам, по 2 показателям питательности. Я взял ценник и часто используемый корма, ну это в данном случае Владимирская область. То есть шрот, да, и зерно пшеницы. Сенаж, пока, ну это уже готовый корм, да, это корм, ну понимаете. Это сенаж. Ну здесь протеин где-то порядка 10-11, наверное, все-таки, да. И прибавил всего лишь 1 грамм. Прибавил 1. И не дали мне прибавить.
50, здесь плохо видно, да, на самом деле 55 рублей, 55 рублей я получаю экономии только за счет качественного сенажа. Я прибавил в сенаже 1 грамм протеина. Вот анализ. Ну, все же наверняка используют однолетние культуры. Что у вас? Вековес, зерновые, ну. Все-таки вековес большей частью, правильно? И невероятное количество. А почему вековес? Потому что, ну, стабильный корм, да, всегда вырастет, всегда все получится. На самом деле есть некая альтернатива, один из них это реграсс. Да, реграсс. Вот анализ корма. Протеин, вернее, обменка порядка 10, да, переваримость за 80, протеин за 20. Хорошо? Хорошо. Особенности культуры. Посев 16.05, первый укос 0,4-0,7, второй 0,7-0,8, третий 0,4-0,9 и четвертый 18-10. Это условно однолетняя культура. Условно однолетняя культура. Причем в чем преимущество? Он в первый год не выкидывает метелку. То есть качество его, да, так как он не переходит в генеративную фазу, он не теряет свои качества. И вот эта кошечка у нас по уборке, она немножко растянута. Я вставил вот этот протеин, да, и обменочку. Нет, обменку он даже не менял. Просто вставил протеин. Не, обменку тоже ставил, да? Что я получил? Я получил разница рублей тонна, да, из гектара. Цифра за 4000. При использовании, да, я экономлю невероятное количество денег. Просто невероятное количество денег. Причем я даже урожайность не менял. По реграссу урожайность была где-то порядка 35 тонн за 4 укоса в сенажной массе. Вот здесь все ваши затраты на хорошие семена, все ваши затраты для использования удобрений, они складываются здесь. Не жалейте денег на качественные семена и на использование удобрений. В итоге экономика она отслеживается. Причем абсолютно элементарно. Наверняка есть программы для расчета рационов, да, куда вы просто можете заложить эти данные и посмотреть сами. Одна из смесей. Сколько компонентов в ваших смесях? Что это? Клевер, это Тимофеевка, двухкомпонентные, трехкомпонентные. Какие смеси используете? 3 основных. Какие? Тимофеевка, люцерна, клевер. Тимофеевка, люцерна, клевер. А почему так? Многолетние трава, эти бобовые улучшают урожайность злаковых, и злаковые добавляют сахар при ферментировании. А вы не задумывались, что у люцерны и у клевера изначально даже фазы? Да. Фазы. Абсолютно разные фазы, то есть что-то еще не дошло, что-то уже зацветает. Вы на что И ориентируетесь? знаете, мы да, что идет? Первый год люцерна урожайность не дает. Первый год хорошую урожайность дает клевер. И в основном мы за счет клевера выходим. А второй год уже люцерна выпадает, клевер практически выпадает, и Тимофеевка, люцерна остаются. На 3-4 года. Хорошо. Пусть, Из экономии это выходит выгоднее. Выгоднее в каком плане? Вы даже в первый год, я объясню, и в последующие года вы в фазы не попадаете. У вас неполноценный, не сбалансированный корма. Объясню почему. Хорошо, клевер выпадает. Выпал. Да. Что остается? Люцерна и Тимофеевка. Угу. Тимофеевка сколько укосов дает? 1-1,5 максимум. Да, 1,5. Вот. То есть первый укос у вас более-менее сбалансированный, где есть и обменная энергия, да, из злаков, и протеин из люцерны. А вы знаете, второго укоса у нас практически не бывает.
И бывает его, а в северных районах вообще, наверное, его нет. А второй, да, иногда бывает, а иногда нет. Мы в основном принимаем первый укос. 1,5 укоса мы получаем где-то, все больше нет. Спросите, когда вы косите первый раз? Да. Да? Скажите, пожалуйста, когда вы косите первый раз? Клевера начинаем косить 13 июня, у меня всегда график 13 июня, выходим мы на косьбу. Измените сроки выхода на укос. Я поясню некие моменты, да, действительно. Здесь у меня нет вариантов по фазам уборки, да, и сколько вы теряете по той же самой люцерне. На самом деле, как Надежда Владимировна правильно сказала, максимальный протеин именно в фазу бутонизации. А вы, получается, выходите в фазу уже, не знаю, отцветания В практически. начале цветения. Ну, начало цветения, хорошо, вы выходите. Ну, а протеин какой получаете? Понятно. Начало Я цветения. знаю, вот поедаем, я знаю, что цвет моей карты. Вот ямы, 2 ямы сложились, так ли? В одной яме молоко есть, во второй яме нету. Вот это молоко, которое идет, вот в этой яме хорошо поедаемое, там молоко есть, вот я его начинаю и даю вот дойное стадо. А то, что чуть похуже, я даю уже эти телки, бычки и дальше. Вариант? Что, не вариант, что ли, вариант? И вы то, что говорите, вот сейчас по многолетним травам, вы даете вот этот сложное удобрение многолетним травам в Удмуртии, никто сложных удобрений не дает. Ну разве передовые хотя бы... Стоп. Я не говорю о сложных удобрениях, я говорю о удобрениях в целом. Что нам дают удобрения? Да, сейчас проблема с переваримостью, с протеинами. Азот нам дает протеины. Вы нагоняете азот на поле. Вы отходите от жмыхов, шротов, не знаю, что вы там, какие белковые компоненты используете. У нас мы покупаем, да, у нас мы практически здесь и наши. Где подсолнечника нет у нас? Ну, рапс, да, есть. Так я об этом говорю. Вы почитайте сами для себя, что вам выгоднее зачастую. Кормить тем, что у вас есть в яме, да, или действительно, привозить откуда-то. По экономике-то сравните. Где вы теряете, а где вы находите? Вот у вас тоже смесь, я посмотрю. Да, посмотрите смесь. То есть это Тимофеевка, овсянец тростниковидная, 2 вида реграсса, да, реграсс многоукосный, о котором я говорил, это итальянский, да, 4 укуса. Белый Вот клевер. белый клевер, красный клевер у вас. Да, белый клевер, красный клевер. Как только видят белый клевер, говорят о том, что, слушайте, это пастбище. Все привыкли к белому клеверу, который минимальный такой, до сантиметров максимум отрастает на 10 и все. На самом деле нет. Здесь используются белые клевера укосного типа. Укосного типа. Эта табличка сделана Институтом кормов в свое время, да, когда была еще программа ТАСИС. Я не знаю, слышали они, не слышали. Работала она в Ленинградской области. Это смеси на основе белых клеверов. То есть там было 2 вида клевера и 2 вида реграсса. Вот такой опыт. Институт кормов. На фоне злаковой травы азота 200, да, клевер луговой дал нам прибавку, 1,7 литра, люцерна 1,4, козлятник 0,3, клевер белый 4 литра. Почему? Потому что белок там более доступен, да, более переварим. Белые клевера укосного типа порядка 40-45 сантиметров. Ну, в принципе, вот она укосная масса. Почему в этой смеси используется реграсс, да? В данном случае, так как он дает большую укосную массу в год посева, он и выступает покровной культурой. Ведь зачастую вы сеете многолетние травы под покров, да? Зерновых, овса и так далее. Здесь этого делать не надо. Здесь уже присутствует покровная культура, за счет которой вы уже гарантированно получаете качественный корм в год посева. Почему здесь присутствует белый клевер? Да элементарно. Красный клевер, сколько у нас на полях? 2-2,5 года выпадает? 2 года и все. Да, белый клевер от 5 и более. То есть белковый компонент у нас в данном случае продержится гораздо дольше.
Вот он анализ. Анализ этого корма, полученный из смеси, которую я вам говорил, да, 7-компонентный. 2 бобовых компонента, 2 протеиновых компонента, это клевер красный и клевер белый, плюс злаки. Что мы имеем? Обменка 10,2. Не видно. Хорошо. Я сделал по-другому. Увеличил. Переваримость органического вещества за 70, что в принципе тоже хорошо. Протеин за 20. ВМ, о котором Надежда Владимировна уже говорила, да, 956. Расчет, о котором мы, Надежда Владимировна также об этом говорила, но я более визуально его сделал. Я не силен в математике, я сделал проще. Любой из вас это может сделать на своих же кормах, да? Обычная переваримость, это порядка 60. Я сделал расчет по анализу, да, поставил 80. Допустим, ваша коровка съедает те же самые 10 килограмм сухого вещества. При переваримости 60, 4 килограмма уходят на навоз, да? При переваримости 80, 2 килограмма. Ну и вопрос. На что мы работаем, да, все-таки наши коровки, на навоз или на конечный продукт, это молоко? Переваримость. Пусть даже здесь обычный сенаж. Пусть коровка съедает те же самые 10 килограмм сухого вещества. Более качественный сенаж, как правильно Надежда Ивановна сказала, коровка съест больше. Ну, я пожадничал, поставил, прибавил полторашечку. То есть не 10, а 11,5. Очень плохо видно. И по ВЭМам, да? Средний показатель 925 я умножил на 10. Получил 7250. И анализ этого корма, да, 956. Что я получил? Прибавку 3000, более 3000 ВМ. Результат. Приблизительный. 1 килограмм комбикорма это 1000 ВМ. То есть, чтобы дополнить свой обычный сенаж, да, скажем, до сенажа с такими показателями, я должен буду дополнительно прибавить 3,5 килограмма комбикорма. 3,5 килограмма, но любой из вас может умножить на количество коровок, которые у вас есть в хозяйстве. Мало того, я пошел дальше. Количество ВМ. 1 литр молока, ну, 440 ВМ. То есть, из этого сенажа, с такими показателями, да, я могу получить дополнительно 8 литров молока. 8 литров молока. Я понимаю, что все подустали, я постараюсь по-быстрому. Люцерна. Сорта, которые по люцерне вы используете у себя в республике. Что это? Сарга, Находка, Вега, ряд других. В основном что? Ну, Вега. Да? Сорта новой селекции и сорта, это Вега. То есть новая селекция, да? Европейская селекция и Вега 87. Лист более крупный, растение более облиственно. И, что немаловажно, листья, даже после подсушивания, листья плотно к стеблю прикреплены и осыпаются они гораздо меньше, чем на традиционных российских сортах. Вот пример такой. Тамбовская область, Вега 87. Зацвела, перестояла, ну, разные условия бывают, да, в поле не смогли въехать, дожди помешали. Что происходит? Приходим на поле, масса вроде бы есть, но стоит раздвинуть кустики, верхушка облиствена, а низ практически голый. Что нам важно в люцерне? Важны листья, там протеин.
А протеин мы уже весь потеряли. Он уже весь осыпался. Вот он на земле. Наша селекция Республики Чувашия, наш сорт, зацвела, перестояла, но лист держится. Мы не теряем протеин. Лист держится. Но это одна из смесей. Здесь всего лишь 30% люцерны. Да? Остальные компоненты злаки. Но при этом надо четко понимать, с люцерной какие компоненты вы используете. Тимофеевка. Правильно? Или какие-то еще. Кто-то еще использует другие злаки. Смеси с люцерной. Ну, я понимаю, что у зоотехники, ну как-то на поле там посмотрели бы, что там, ребят. Что у нас там растет? Цветет, да, колосится-то, что у нас там? Ладно. Я просто говорю о том, что Тимофеевка это, по сути, один из ранних злаков. Попасть в фазу с любым бобовым компонентом практически невозможно. Любой злак, да, при неблагоприятных погодных условиях быстро переходит в генеративную фазу, выкидывает соломину. То есть, понятно, питательности там уже практически никакой не будет. А нам важны в злаках именно листья. Именно поэтому в смесях с люцерной обоснованно, да, использовать засухоустойчивые злаковые компоненты с поздней степенью выколашивания. Что это значит? Если неблагоприятные погодные условия, они у вас бывают, неделя, 2-3 нет дождей, Тимофеевка, овсяница луговая, не знаю, фистолиум, если вы используете, тут же перейдет в генеративную фазу. Но это заложено в генетике. Неблагоприятные погодные условия, недостаток минерального питания, все, даем потомство. А смесь костром? Смесь костром, но опять же смесь костром, один укос вы с костра берете. Первый укос у вас полноценный, затем вы берете только протеин, и ямы у вас вот так скачет. Правильно? Где-то у вас и что-то там и с обменной энергией есть, да, и что-то с протеинами, но затем только протеин. Все, я понял. Вот, один из злаковых компонентов это овсяница тростниковидная с мягким типом листьев. Абсолютно новая селекция, да, почему используем в смесях с люцерной? Люцерна засухоустойчивый компонент, корневая система порядка 2-2,5 метра, правильно? Это один из немногих злаков с корневой системой от метра и более. Есть возможность переносить неблагоприятные погодные условия, отсутствие осадков и быть при этом продуктивными. Ну и при этом за счет селекции удалось добиться минимального содержания кремнезема в листьях, она стала лучше перевариваться. И те анализы, которые я показывал, да, того же самого многокомпонента и 7-компонентной смеси, там 20% овсяницы тростниковидной. Смесь Липецкой области, 30% люцерны. Здесь 50% люцерны, Липецкая область. Владимирская 30% люцерны. Республика Татарстан. Здесь 30% люцерны, да? Здесь 80% люцерны. Опять же Республика Татарстан. Республика Татарстан, сравнение с, опять же, Вегой, да? Фотография была сделана в октябре. Люцерна Барендук и люцерна отечественная. Не знаю, какой сорт. Ну и новые виды сорго-суданского гибрида. Я не знаю, пользовались вы подобными или нет. Ну, наверняка сорго все выращивали, наверное, все-таки, да? Или суданку, ну как же без нее? Суданку, да. Ну, чем отличаются новые сорта? Во-первых, минимальное содержание лигнина и большое количество сахара. Лучшая переваримость. Ну и в сравнении с кукурузой, да, БМР сорго и кукуруза по качественным показателям. Обычный сорго-суданский гибрид и гибрид БМР типа, да, то есть это паренхима, она практически не переваривается, здесь в данном случае все переваривается. Республика Татарстан, сахар 23, ВМ 820, сухое вещество 30. В чем преимущество? Большое количество сахаров, протеин гораздо больше, чем в сорго-суданских гибридах и сорго. И не выкидывает метелку. Только початков. Да, спасибо. Спасибо. Коллеги, завтра... Норма вызова, это райграсса.
Владимир, 30 надо. завтра Андрей будет на площадке «Мир». Вы можете задать ему все вопросы, которые у вас появились. И если нужно, он более подробно расскажет еще раз свою презентацию. К сожалению, нас все сокращают и сокращают по времени. Поэтому у нас еще будет два выступающих. Андрей Genetica Generale и Богдан Хаэль. Остальные выступающие будут завтра на площадках. То есть воспроизводство все будет рассказано на площадках. И еще будет очень-очень интересная тема. Как правильно сравнить продукты по своей энергетической ценности, по протеину. Будет выступать Алексей Волков. Поэтому очень рекомендую завтра приехать. Мы не услышали анализ белковых концентратов. Алексей, скажи, сейчас будет компания Genetica Generale, это контроль кормления. Сегодня будет анализ белковых концентратов? Завтра не успеваем. Должны дать слово гостям. Он нам очень нужен. А? Давайте. Хорошо, если народ настаивает, народ всегда прав. Если гость не обидится, то мы так сделаем. А, Богдан, вы тогда завтра расскажете? Нет, завтра расскажет, он мир поедет, а может тут на площадке будет в этом. Женщине уступаем. Все. Владимир, он дальше сам себя представит. Кто не согласен, Владимир привез какой-то пытательный аппарат. Нет, ни в коем случае. Так. Меня зовут Владимир, фамилия Васильев, я инженер группы компании Симметрон. Мы являемся официальным представителем компании Genetica Generale в России, которая и реализуем проект под названием «Система оптимального кормления». Здесь, я так понимаю, собрались в основном зоотехники, да, поэтому заготовка кормов будет вскользь затронута. Вот, остальное все коснется зоотехников. Итак, что такое система оптимального кормления? Это, о чем много говорили, да, там нам нужно заготовить какое-то количество кормов и накормить наш скот, молочный или мясной, достигнув какую-то цель, да? А какая цель? Это мясо по максимально низкой цене и молоко тоже максимально выгодно надоенное и полученное при сохранении здоровья животных. Итак, в момент заготовки кормов что нам важно? Нам важно знать, пора нам убирать или нет. Грубо говоря, мы это можем сделать на глаз, в лаборатории, ну и в поле, подобными вот инфракрасными анализаторами буквально за там, минуту. Все это мы можем сделать. На глаз, если мы делаем, то есть человек, исходя из своего опыта, пройдя какие-то свои поля, он может решить, что да, убираем, но результаты и содержание питательных веществ ну, весьма как бы такое условное и точность сомнительная. Если мы сделаем это в лаборатории, то результаты у нас, конечно, будут намного точнее. Одни из самых точных, будем говорить так. Но опять же, здесь минус сроки. То есть выполнение химанализа в лаборатории ну, может от 3 до 7 дней занимать. А за это время мы либо уберем уже это поле, либо пропустим сроки уборки. Данные вот, инфракрасные анализаторы, они позволят клиенту, просто выехав на поле, получить результат практически сразу. Анализаторы могут быть установлены, ну вот здесь вот представлена локальная версия, да, фирмы FOS. Это тоже довольно неудобно, на наш взгляд, хотя мы их не отрицаем, эти анализаторы, да, не говорим, что они плохие, мы говорим об удобстве использования. То есть мы можем использовать либо совсем портативный анализатор, да, вот XNIR, который я привез полюбопытствовать, да, анализатор AgriNIR, в него можно залить гораздо большее количество градуировок, то есть видов кормов, и проводить анализы непосредственно в поле или на ферме, ну или в силосной траншее, где угодно.
Также можно установить анализатор на кормозаготовительный комбайн и получать накопленные результаты в момент уборки непосредственно на полях. Система позволит, вот в данной комплектации, она позволит не только узнать урожайность и питательность какого-либо корма, но также и спланировать дальнейшие работы, это касается, еще раз повторю, более агрономов, по агротехнике данной культуры какой-то. Да, то есть на следующий год спланировать или в этот год спланировать внесение удобрений, больше, меньше или каких-то других. Итак, второй этап, который вот после заготовки кормов мы получили какую-то там зеленую массу, заложили ее в траншеи, она у нас законсервировалась, получили какой-то результат. Теперь нам надо сбалансировать и приготовить общесмешанный рацион. Опять же, мы не будем отрицать необходимость использования лабораторных исследований, да, химических анализов. Это нужно и важно. Но, сделав первичный анализ в лаборатории перед вскрытием ямы, мы можем в дальнейшем просто-напросто хоть ежедневно, хоть 2 раза, 3 раза, сколько угодно в день мы можем контролировать содержание питательных веществ, изменение сухого вещества оперативно, непосредственно на ферме уже. Значит, если мы будем использовать на ферме инфракрасные анализаторы, то результаты, прошу прощения, результаты мы можем получить буквально там за 1 минуту, да, то есть сам анализ занимает порядка 30 секунд, там 1 минута, в зависимости от того, сколько мы будем, какой корм мы будем делать. Вот. Повысим эффективность применения анализов для балансировки, то есть мы будем знать сегодня, что мы пытаемся заложить в общесмешанный рацион. Ну и, собственно, если мы примем во внимание тот факт, что, допустим, хотим заниматься только анализами в лаборатории, то цена вопроса значительно будет снижена, несмотря на первичную достаточно дорогую стоимость этого прибора. Следующий слайд, он показывает, в реальном хозяйстве, да, были проведены исследования по сухому веществу, и мы видим, что практически на одном срезе, да, у нас имеется довольно значительное различие по содержанию сухого вещества в имеющейся массе. То есть, если зоотехник, например, имеет результаты лабораторные, да, там, по содержанию сухого вещества и всего остального, например, 30%, да, в лаборатории он получил, да, а у него там что-то происходит, с силосной траншеей, я не знаю, дождь прошел, да и вот эти слои, они тоже неравномерно, то есть с полей свозится, с разных полей свозится зеленая масса и трамбуется. То есть результаты могут быть, как вы видите, довольно значительные. Если мы будем знать сегодня, и что мы закладываем в общесмешанный рацион, мы можем повлиять таким образом на продуктивность, сохранить здоровье, и снизить общую рентабельность, получить таким образом прибыль. Значит, анализаторы могут быть смонтированы вот в таких вариантах. То есть это может быть на погрузчик непосредственно перед загрузкой силоса, можно в кормосмеситель можно провести анализ. Утром, пройдя по срезу силосной траншеи, провести прямо в траншее. На стационарном кормосмесителе это все сделать. И также можно на самозагружающемся самоходном миксере. Если говорить о экономической эффективности данного вопроса, конечно, здесь цифры очень условные, но я думаю, что никто не будет спорить со мной, что наука давным-давно доказала, что дефицит примерно в 1,5 килограмма сухого вещества у нас снижает надой на 2 литра. Отсюда для каждого хозяйства каждый специалист может провести все свои расчеты и убедиться в том, что, зная, сколько мы сегодня в общесмешанном рационе
закинули сухого вещества для своего поголовья, мы можем предполагать какие-то результаты и получать их. Таким образом, компания наша что предлагает? Модернизировать весовую систему на кормосмесителях. Обычно, в принципе, с этого и начинается, да? Установив специальный терминал, который будет общаться, если будет установлен, например, анализатор в ковш, он будет общаться с анализатором, и будет подстройка производиться прямо на лету в течение 15-30 секунд. Вот. Сейчас в большинстве хозяйств какая картина складывается? Зоотехник, получив какие-то корма на склад от агрономической службы, получив результаты в лаборатории, зачастую в начале открытия силосной траншеи, в середине, через какое-то время и в конце. И все. Составляет рацион. И этот рацион в бумажном виде, на бумажном носителе передается трактористам. И дальше, что у нас происходит? У нас никто не знает, а загрузил ли тракторист, механизаторы, необходимое количество, а главное в необходимом качестве, да, эти компоненты. То есть может произойти какая ситуация? Вот у нас задано 120 килограммов ячменя, этого чуть-чуть перегрузили, этого чуть-чуть не догрузили, или всего не догрузили, а в конце у нас силос. На выходе нам надо получить какой-то общий вес смешанного рациона для данной группы. И проще как сделать? Просто догрузить это силосом или любым другим компонентом. Вот. А как узнать зоотехнику точность загрузки? Вот при таком, например, способе загрузки. То есть человек, который грузит, он даже не видит веса. Это вот фотография сделана в реальном хозяйстве. То есть трактористы, механизатор, который управляет миксером, и механизатор-погрузчик, они общаются какими-то символами, пальцами, цифрами, еще хватит, сигналы и все такое прочее. Никто в итоге не знает, чем закончилась загрузка. Наша система предоставит возможность, составив определенный рацион, запрограммировав это все через систему DTM, передать все на терминал. И здесь задача трактористов заключается лишь в выборе определенного рецепта, подтверждение начала его выполнения, и в дальнейшем система будет ему показывать, сколько нужно. Вот какой-то компонент высвечивается, да, вот 5-й по порядку, да, комбикорм. 275 килограмм, 276, ему надо загрузить. Когда они его грузят, система все это мониторит, записывает, и по итогу можно посмотреть все это в отчетах, как реально складывается картина. Итак, у нас из чего складывается система оптимального кормления? У нас есть система DTM, это облачный сервис, где будут храниться все данные по хозяйству. То есть зоотехник может проанализировать не то, что у него происходило, не только то, что вчера, сегодня происходило, но и то, что в зависимости от сроков работы, год, два, неважно сколько. То есть зоотехник программирует это все на компьютере. Особенностью облачного сервера является то, что, имея доступ к программе, специалист или любой другой человек, зоотехник, экономист, бухгалтер, они могут зайти и посмотреть все выкладки, которые программа дает, с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. То есть не надо будет зоотехнику, если у него что-то в выходные дни случилось, ему позвонил бригадир, я не знаю, не надо будет ему бежать на ферму, что-то менять. Он может поменять все это в DTM, дистанционно передать все через GPRS-модем на микрокомпьютер, и обновленные рецепты уже будут выполняться с момента включения терминала, или с момента, если он включен, с момента принятия данных, если это нужно, в ручном режиме. Так вот, система оптимального кормления состоит из системы DTM, терминала, установленного на миксер, анализатора. Как мы уже знаем, он может либо быть в разных вариантах установлен, да,
проведение может быть в реальном времени проведено анализ. Ну и, собственно, результатом этого становится правильный рацион, который мы запланировали. То есть мы что-то запланировали, посчитали, рассчитали какую-то продуктивность, хотим ее получить. А получим ли мы ее и получим ли мы с теми экономическими показателями, которые нам нужны, мы не знаем. Система наша может предоставить вам возможность проанализировать ту ситуацию, сложившуюся конкретно по каждой группе животных, используя различные варианты отчетов. То есть мы можем посмотреть, какое количество у нас корма было потреблено, какие были у нас отклонения при загрузке, к чему это привело по стоимости рациона, да, то есть удорожалось это или удешевилось. Если удорожалось и молоко не упало, ну, вроде как бы хорошо, да, у нас есть надой, но экономической эффективности нет. Если удешевилось и молоко тоже не упало, скажем так, да, тут возникает вопрос, почему оно не упало? Скорее всего, животные стали использовать, ну, на первом этапе, например, да, пока неправильно идет кормление, стали использовать резервы организма. Да, это ведет к нарушению обмена веществ, к нарушению здоровья, ну и, в общем-то, последующей выбраковке, ну и таким же точно экономическим потерям. Поэтому наша задача поддерживать определенную ошибку трактористам, да, которую зоотехник считает правильным и нужным. То есть ясное дело, что мы здесь не в аптеке, и огромным погрузчиком мы не можем взвесить до граммов. Да, но какие-то проценты, там 5-10% вполне достижимо, даже и меньше есть хозяйства, которые достигают ошибку загрузки. Таким образом, как бы налаживая свое кормление и, самое главное, понимая, что происходит во время кормления. Вот. Ну вот этот отчет, он по конкретному замесу, что у нас происходит, да. Здесь также может система сформировать при желании, там, если нужно какой-то отчет составить, различные графики, диаграммы, схемы, зависимость потребления сухого вещества, зависимость, вернее, продуктивности от потребления сухого вещества, потребление самого сухого вещества, равномерность его потребления и так далее. Вот на одном из предыдущих слайдов была вот такая вот картинка. Недавно компания Dynamica Generali, она разработала новую в своей линейке новый прибор, который называется Visio Mix. Он необходим для того, чтобы запланированный общесмешанный рацион не только правильно закинуть в миксер, но еще и достаточно равномерно и правильно его смешать. Для того, чтобы корова не могла сортировать корм и выбирать что-то повкуснее себе. То есть этот прибор, он программируется на правильное смешивание, длину резки, если она необходима, да, и качество смешивания. В дальнейшем он отслеживает в момент смешивания, отслеживает это качество и, если нужно, прекращает смешивание, вот, или продолжает его более чем установлено в программе. То есть время смешивания также можно в программе установить, но в данном случае программа не дает возможность трактористу выгружать ранее запланированного времени. То есть он просто не может выгрузить корм. Ну, здесь небольшие цифры, опять же, они так тоже не всем будут актуальны, но по поводу эффективности. По северо-западу были у нас проведены исследования. Окупаемость системы контроля кормления, ну, исключая Агринир и Экснир, да, занимает не более 3 месяцев. Вот. Я лично был в компании в Калининграде, с головы вылетело, как она называется, ну, не суть важно. У них окупилась система контроля кормления буквально там за 2 дня, потому что у них поголовье очень большое, порядка 10 тысяч голов. И когда они увидели вот эти отклонения, все ошибки при загрузке,
с экономическими выкладками, они просто были шокированы тем моментом, который можно просто вот за счет точности сэкономить сколько можно денег. Ну, Агринир, конечно, он будет окупаться гораздо дольше, потому что цена его довольно приличная, 35,5 тысяч евро. Икснир он стоит 14 тысяч евро, но здесь количество кормов, которые можно залить, значительно меньше. Здесь 7 кормов, 7 видов. А в Агринире до 24 видов кормов на сегодняшний день доступно на территории Российской Федерации и СНГ. По поводу европейской части, там до 44 видов кормов можно проводить на Агринире анализы. Ну, компания Динамика Дженераль над этим работает. Я думаю, что список будет расширяться и для территории России. Ну вот тут список компаний, которые работают с нами. Это все основные производители сельхозтехники, миксеров. Вот. Ну, на этом выступление мое закончено. Если кому-то интересно, можете, пожалуйста, пока будет там перерыв, возможно, ознакомиться вот непосредственно с прибором, с Иксниром. Посмотреть, если хотите, можно получить непосредственно результат. Я пару образцов с собой привез. Можно сразу посмотреть, как это будет выглядеть на приборе, как будет выглядеть отчет. Ну, собственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир. Коллеги, еще раз. Вот сейчас последнее выступление будет господин Волков. После этого перерыв на обед. Кто-то знает, где внизу столовая? Будет проводником. После этого есть предложение. То есть, как я и говорил, с 14 до 14:40 будет тут, другие коллеги проведут пленарное заседание. Дальше зал будет свободен. И если есть желание, то можно продолжить. Если желания нет, то оставшиеся части будут проведены в Абино и в мире. Какое общее мнение? Продолжать будем или уже устали друг от друга? Друг от друга-то точно не устали, но видеть вас больше не могу, да? Тогда завтра и продолжим. По поводу еще раз кормления. Вещи, у кого через сколько окупилось, это крайне субъективно. Но достоверно можем сказать, что окупилось. У нас контроль кормления есть на 2 площадках. Он же в Бабино есть, стоит программа ДТМ. Он же в мире стоит программа ДТМ. Но одно можно точно сказать, что управление кормлением, не имея представления, что ты положил, как ты смешал и когда выгрузил, невозможно. Единственное, добавлю от себя, что программные продукты сильно отличаются, и есть фермерский вариант. ДГ, да, как называется это 600? Ну, это DG600 и DG8000 IC, это чисто терминалы, да, а программа, она Advanced и IC называется. То есть это фермерская для небольшого... Ну вот есть счеты, это если у вас 3 коровы, как бы вот это так. И есть нормальная программа управленческая. К сожалению, многие хотят сэкономить, покупают программу дешевую, крайне неудобно. Хотя Genetica General делает хорошие программы, можно работать, можно получать все данные. Поэтому прошу, когда вы что-то будете себе выбирать, вы посоветуйтесь с ними. И лучше переплатить там сколько? 100 тысяч дополнительно, да, и получить тот программный продукт, который позволит вам реально полноценно управлять. Но оно не то, что управлять позволяет, да, мы будем говорить о том, что одна из программ, вот эта Advanced, она не даст клиенту в дальнейшем, если у него есть планы, развиваться оптимально. То есть если IC, мы говорим о DTM IC, если, да, и терминале DG8000, то здесь можно просто модернизацию проводить дальнейшую, не покупая дополнительно терминалы, не покупая дополнительно программный софт. Если мы купили сначала Advanced и DG600, потом есть такие примеры, потом нам все понравилось, и мы говорим, мы хотим модернизировать. В этом случае получается так, что это нужно отложить на склад, потому что рабочую систему никто не по гарантии никак не заберет обратно.
и купить фактически заново уже DTM IC и терминалы DG 8000 IC. И в дальнейшем их уже модернизацию проводить. Поэтому я бы, честно сказать, рекомендовал бы, если хозяйство планирует ближайшую там пятилетку развития какое-то по поголовью. Не покупать велосипед дважды, Да, один два раз раза не купить то, покупать что можно. велосипед. Алексей, давай, 20 минут и лимит. Добрый день, меня зовут Волков Алексей, я вам расскажу немного о кормлении и больше всего о концентратах. Основные показатели для рациона у нас сырой протеин, крахмал и клетчатка. То есть баланс между ними, по сути, будет сбалансирован с протеина. То есть это основные три показателя. Безусловно, есть более точная оценка, где мы смотрим расщепляемый протеин, нерасщепляемый протеин, протеин кишечник, количество аминокислот, НПК, крахмал плюс сахар. Но для того, чтобы понять, насколько у вас рабочий рацион, достаточно этих трех показателей, на первый взгляд. Дальше мы можем уже разбираться в деталях. Для того, чтобы улучшить рацион, есть две вещи, которые можем. В перспективе краткосрочной – это использовать концентраты в вашем рационе, балансировать. И долгосрочной, то, что говорили до этого мои коллеги, это делать инвестиции в основные корма. Это процесс долгий, сейчас вы можете правильно использовать концентраты в ваших рационах. Об этом сейчас я вам расскажу. О протеине. Количество протеина. Если посмотрите, это график трехмерный, видно, что с каждым процентом увеличения расщепляемого протеина, это справа у нас идет повышение продуктивности. Но есть предел полезности, то есть он где-то в районе 10,5-11%. И каждый процент дополнительного протеина нерасщепляемого приводит тоже к повышению продуктивности. Это взята модель из NRC, американская. По ней видно, что протеин определяет вашу молочную продуктивность. Как оценить качественные показатели протеина? То есть мы знаем, есть расщепляемый, нерасщепляемый, усваиваемость нерасщепляемого протеина в кишечнике, и также аминокислотный профиль. Зная эти компоненты, мы можем правильно оценить качество и стоимость этого протеина. Также они отличаются у нас по скорости ферментации в рубце. Мы знаем, что есть очень быстрые протеины, есть медленные протеины. То есть чем медленнее он расщепляется в рубце, тем больше фракций проходит в кишечник. По этому графику видно, что мочин у нас мгновенно расщепляется в рубце, дольше всех соя полножирная расщепляется в рубце. Оценка стоимости протеина, или за что нам платить. То есть мы оцениваем стоимость самого сырого протеина и оцениваем стоимость обмена протеина за килограмм. Для этого нам нужно знать цену, за что мы платим за 1 килограмм, содержание сухого вещества, содержание сырого протеина, доля расщепляемого протеина, доля нерасщепляемого протеина и усваиваемость НРП в кишечнике, то есть нерасщепляемый протеин в кишечнике. Знаете, все эти показатели мы можем легко посчитать, несложный расчет в Excel, сделать такую таблицу. У нас есть показатели цены, показатели сухого вещества, показатели сырого протеина, и там между ними есть еще другие, что рассказал показатели, их скрыл, чтобы не было видно. И есть стоимость протеина в кишечнике, и есть стоимость тонны протеина. Здесь отфильтровано по степени стоимости. Видно, что самый дешевый будет мочевина, а самым дорогим будет соя полножирная. И между ними находятся другие компоненты. Причем еще раз обращаю внимание, второй столбик совсем не коррелирует с результатом. То есть соя стоит 28,5 и кажется, что это дешево, когда ты ее используешь. А это совершенно не так. Ну, например, соя полножирная стоит в кишечник 137 тысяч рублей за тонну, а по протеину сырому будет 90 тысяч рублей. Что кажется примерно одинаковая стоимость, на самом деле выходит, что протеина мы кладем, правильно усваиваемый, то есть метаболического протеина будет намного меньше. Выглядит это так. Есть. Самое дешевое будет, безусловно, мочевина. И дальше по силе возрастания подсолнечный шрот будет дешевле, чем рапсовый шрот. Дальше идет рапс-визан, фиген, белков, соевый шрот и соя полножирная. По сути, эти три продукта между собой они стоят одинаковую стоимость, единственное, соя полножирная самая дорогая. Сколько нужно шрота в рационе?
для расчета. У нас потребление исходит что 22 килограмма, протеин из грубых кормов в рационе 11, то, что мы имеем анализы, то средний с учетом силоса, сенажа. И чтобы добиться нам 16% протеина, нам нужно положить сюда в районе 3 килограммов подсолнечного шрота. Здесь график состава видно, каждый процент изменения протеина в грубых кормах будет изменять ваш платежный баланс, который вы тратите на концентраты. То есть, если у вас 10% протеина в ваших грубых кормах, вы будете тратить в год 1 800 000 рублей на каждую 100 дойных коров. Если у вас 15%, вы тратите всего 300 000 рублей. По углеводам. Мы знаем, что клетчатка и крахмал ферментируются в рубце, образуются как эквивалент энергии глюкозы. Дальше идет транспорт. Клетчатка превращается в ацетат-бутират, что приводит к образованию жира в молоке. Крахмал образует у нас, стремится к пропионату, образует протеин и энергию в нашем молоке. То есть больше белка в молоке и больше молока. Для примера, если у вас будет очень много грубых кормов в рационе, они будут с низкоперевариваемой клетчаткой, у вас очень будет высокий жир, будет очень мало молока. И аналогично, как только вы начинаете рацион крахмала, у вас очень растет объем молока, но будет ниже жир. Наша задача иметь баланс между этими показателями, чтобы устраивала микрофлору в рубце. Это изменение профиля жирных кислот в рубце зависит от уровня концентратов в рубце. То есть видно, что каждая доля увеличение доли концентрата увеличивает долю пропионной кислоты, как предшественника лактозы в молоке, то есть объем. Вот так, по сути, рацион высоких коров, вот так, когда корма заготовлены очень плохо, вот так кормят на фидлотах в США, откормочный скот. Если сделать все правильно с кормами грубыми, мы можем иметь промежуточное состояние где-то между этим и этим показателем. Рекомендации по углеводам. Клетчатки НДК должны быть 31-33, НДК грубых кормов 21-23, крахмал 21-27, сахар 4,7 и крахмал плюс сахар 25-32%. Это для оптимальной ферментации в рубце, для выработки энергии, опять же, в рубце. Аналогичный вопрос, каким мы должны ответить, сколько крахмала в наших кормах, сколько я могу скармливать в рационе, и сколько стоит этот крахмал. Сейчас мы пытаемся ответить на этот вопрос. У нас есть на сегодня, в этом регионе 4 основные культуры, которые возможно будет использовать. Овес, ячмень, пшеница. На сегодня рыночная цена их составляет эти цифры. То есть овес в районе 5 рублей, ячмень, пшеница в районе 6. А кукуруза в районе 10, вот 9,50 поставить. Стоимость крахмала. Если мы посмотрим, то самый дорогой крахмал, безусловно, в кукурузе, потом идет у нас ячмень, пшеница, и самый дешевый ячмень и овес, и самый дешевый будет пшеница. Тоже несложно просчитать, вы знаете показатель цены, знаете содержание крахмала, вы можете определить цену крахмала в каждом компоненте. Стоимость крахмала, аналогичные условия, то есть у нас в этом году силос без крахмала, примерно уровень крахмала от грубых кормов 3-5%. Вам нужно положить 4 килограмма крахмала, чтобы добалансировать до 21-23% в рационе. Если пересчитать на зерно, у нас получается, что в сухом веществе овса нужно положить 9,5 килограмм, ячменя 8 килограмм, пшеницы 6,4 килограмма и кукурузы всего 5,5 килограмм. Ну и доля в концентратах будет у вас в рационе такая. И затраты на рацион будут следующие. То есть самый дешевый будет вариант пшеница, самым дорогим вариантом будет кукуруза, ячмень, овес в промежуточном состоянии. Затраты в рационе. То есть по сути у нас уровень затрат в районе от 45 до 55 рублей находится. Но один момент. Вот такое количество зерна мы не можем положить в рацион, по сути, это будет нарушена ферментация в рубце. И для высоких коров очень важно иметь плотность крахмала. И по этим расчетам видно, что выбор зерна должен быть между пшеницей и кукурузой, то есть где-то в этих пропорциях между ними вы должны использовать.
овес, ячмень у вас по сути будет дорогим способом кормления, вы не достигнете вашего показателя в рационе по крахмалу. Аналогично ферментация. Есть у нас очень быстрые углеводы, это как эквивалент меласа, то есть сахар, да, он быстро ферментирует до 100% в течение там, условно, 2 часов. И очень медленный, как эквивалент у нас соевая оболочка, которая очень долго ферментируется в рубце, как источник клетчатки. И между ними различные виды крахмала. Как вы будете обрабатывать зерно? Это очень важный момент, мало кто на нем заостряет внимание. Все говорят про среднее измельчение, крупное там, и так далее. Но смысл в том, что чем вы повышаете плотность зерна, то есть чем меньше дроби, тем выше коэффициент использования этого крахмала в рационе. Это на примере кукурузы. И самый высокий коэффициент будет, когда вы обрабатываете паром, так называемые кукурузные хлопья, плющение, дальше мелкое измельчение. То же самое зерно кукурузы и пшеница. Если мы по-разному будем дробить, то скорость ферментации в рубце будет она изменяться. То есть если очень крупно, она будет долго изменяться, и большая часть будет проходить транзитом. Как только вы начинаете меньше дробить, ферментация вырастает и большей частью усваивает в рубце, ферментирует, соответственно, больше получаем энергии. Ну, как показатель пшеницы. Вот для примера, это у нас типичный пример, когда мы берем ячмень для дробления, для кормления, дробим ячмень, у нас вот такой результат получается. То, что видим, это все транзит. Целое зерно это транзит, половинка зерна тоже, скорее всего, будет транзит. Аналогично взяли пробы зерна дробленого вот с другим, очень много грубых частей, по сути вы выкидываете свои деньги. Ничего сложного для того, чтобы передробить, вам поставить нужно мелкое сито, тогда вы будете получать больше молока, не меняя рацион. Аналогично. Вот пример. Это одно из хозяйств, это в Заре было когда-то года 2 назад, 3. Это на нашем же. То, что рассказывает Алексей, это не только какие-то с книжки выбрал, там графики. Это мы сами видели. Теперь у нас рационе был все дробится на доза агри. Сейчас купили вторую, чтобы еще медленнее, меньше дробить. Потому что это все в транзит. И накопитель видно вот такую ситуацию. Видно вот эти все точечки, это наш весь ячмень. На картинке, ну на бумаге рацион очень красивый, крахмал есть, а по факту вот он весь тут в говне. Я попросил, Ольга Викторовна прислала мне данные по вашим регионам, вашей урожайности и затратам на 1 гектар, агрономические затраты, чтобы понять, как эффективно использовать ваши земли для получения крахмала. Это средние показатели, у кого-то больше, чем у кого-то меньше, это средние. Верни еще раз, чтобы все посмотрели. Ну, видно по урожайности, такие данные у вас совпадают? Не, 50 центнеров с гектара. Ну, скорее всего. Да, и такие затраты на 1 гектар. Кукурузы у вас нет, потому вы не выращиваете, это как бы остался пустым. Выход крахмала с 1 гектара. Знаю, опять же, крахмал сколько получается с 1 гектара. То есть самый высокий уровень крахмала вы можете извлечь с 1 гектара, это с пшеницы. Рожь меньше всего дает вам крахмала. Стоимость зерна. Себестоимость это синенькая, красная это рыночная стоимость на сегодня, что есть. То есть у вас видно, что вы за гранью рентабельности, даже почти во всех пунктах выше рыночной стоимости, по себестоимости. И стоимость крахмала у вас очень рядом с покупной кукурузой. И самый оптимальный вариант на сегодня, что есть, это пшеница. То есть вам нет смысла выращивать овес, потому что вы не получите ни крахмала, ни объема с него. Аналогично с рожью, то есть тоже минимальный уровень крахмала. Ячмень, как вариант может быть, но он проигрывает пшенице. Пшеница у вас самая оптимальная. Как я вижу, вам нужно выращивать пшеницу и покупать кукурузу. Ячмень, возможно, рожь использовать для низкопродуктивных животных, либо для молодняка. Там, где не лимитирует вас количество зерна в рационе. Аналогично, чтобы прокормить 100 дойных коров, сколько нужно в гектар, чтобы получить крахмала. То есть видно, что вы можете обойтись всего 80 гектарами на пшеницу,
И у вас остается, если для сравнения овес, то 20, остается 40 гектаров, которые можете еще использовать и получить дополнительную прибыль. Протеин. Основные тезисы. Вам нужно накормить рубцовую микрофлору протеина. То есть обеспечить 10,5-11% расщепляемого протеина. Оцените правильно реальную стоимость. То есть вы платите за действующее вещество, то есть реальный протеин, который попадает в кишечник. Ну и протеин кишечник самый качественный показатель оценки питательности сырья. По крахмалу. Реальная стоимость зерна – это стоимость крахмала. Раздробите ваше зерно. Рационально используйте свою землю под выращивание зерна. Для высвобождения коров кукуруза – основной источник крахмала. Держите уровень крахмала в районе не менее 20%. И инвестируйте свои деньги не в рацион, а не в кормовые добавки. То есть я столкнулся очень часто, когда в рационах много всяких чудо-добавок, а самые дешевые концентраты не используются. И, как правило, мы такие рационы опускаем в стоимости рациона и получаем больше прибыли за счет правильного расходования денег. Не платя за кормовые добавки, а используя умело концентраты в балансировании. Вопросы? А сам крахмал, для чего он служит? Вы знаете, всегда учили белки, жиры и углеводы. А сейчас крахмал какой-то появился. Картофель есть для этого. Крахмал нужен для пропионной кислоты. Чем? Для чего? Пропионная кислота. Пропионная кислота предшественник глюкозы. Глюкоза превращается в лактозу, лактоза вам генерирует объем молока. Без крахмала вы не получите объем молока. Да. Алексей, вы тут озвучили, что держите крахмал не менее 20%. Да. Это на какой продуктивность? От какой? Ну, от скольки до скольки? И от скольки, опускаясь вниз, нужно держать уровень крахмала? Ну, по-другому так сказать. Где ваш генетический потенциал? Вы знаете ваших коров? Ну, приблизительно знаю. Я не уверен, что вы знаете. Поделитесь, кстати, да, я не знаю. Но примерно все равно знаем. Нет, вы даже примерно не догадываетесь. Ну, если посчитать за первые 100 дней, которые, допустим, Ну. не доят молока, то есть Говорит, можно вас- прикинуть, сколько можно с нее взять, если она будет на протяжении всей лактации держать. Какой у вас рацион? Вы знаете наш рацион, это прикольный каракули. То, что мы с вами обсуждали. У вас еще больше потенциал, чем вы думаете. Нет, но все-таки мне вот интересно про крахмал. Крахмал, смотрите. Можно, чтобы нас потом в кому спускали еще, если мы на вслух будем это обсуждать? Нет, смотрите, Может, крахмал. рацион включить картошку, там крахмала много? Есть, все, что я вам рассказал, это концепция полносмешанного рациона, когда у вас грубые корма и концентраты смешаны и не позволяете вашим коровам сепарировать их. То есть у вас однородная фракция и нужной влажности. Если вы все даете отдельно, все, что рассказал, можете забыть. Ну, я вам говорю честно. Если вы хотите больше молока, используйте полносмешанный рацион. Во-первых, вы освободите затраты на труд и вы получите больше молока. Вам нужно просто миксер и поставить систему загрузки контроля в рацион. Тогда любой консультант вам напишет красивый рацион, вы отследите его, правильно сделаете и получите молоко. И вы увидите прямую связь изменения рациона и продуктивности. Коллеги, большое спасибо всем, что вы пришли, что вы нас выслушали, выстрадали. А можно вопросы завтра, потому что Я нас отвечу. ветеринарная служба Я не просит, отвечу. чтобы мы ушли. Или мы приедем к вам, или можно задать индивидуально Алексею сейчас. Большое спасибо.